Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Доброе утро. Меня зовут Алия. Вот я вчера проходила админ-границу с Чонгаром. И мне на паспортном контроле задали вопрос: вы кто по нации? Я говорю: крымская татарка. Алло. Да, мы вас слушаем. А кто вам задал этот вопрос? Паспортный контроль, россияне. И в этот момент он мне говорит: такой нации не существует, это выдуманная нация. Я говорю: с чего вы это взяли? Он говорит: я сколько знаю крымских татар, они все родились в Узбекистане. Вот вы где родились? Я говорю: в Узбекистане. Он говорит: вот какая вы крымская татарка? Так я говорю: мой дед родился в Крыму, говорю, а благодаря вам, говорю, только я родилась в Узбекистане. И вот он мне все равно доказывал несколько минут, что крымской татарской нации такой не существует. Это выдуманная нация. Я ему не стала грубить, потому что я проходила границу на материковую часть и сказала, что это сугубо ваше личное мнение. И вот он мне доказывал, он меня просто провоцировал на какой-то конфликт. Вот такая ситуация была вчера, вот лично со мной, как вот гражданином Украины, крымской татаркой, проживающей в Крыму, можно сказать. Я понимаю, что вы не могли ничего ответить, но тем не менее, вот как вы это восприняли? Я пересекала границу с такси, и нас было несколько человек, я не могла просто даже задержать тех людей, которые стояли позади меня, на которой машине мы ехали. А факт тот, что вот просто сказали: у вас такой нации, как крымских татар, вы не существуете, это выдуманная нация. Это вот озвучивает человек, который сидит на контроле. Это государственное их мышление, это, наверное, у них задача поставить, что мы как нация, вообще нас нету. Спасибо. Вот это происходит сейчас в Крыму. Спасибо вам за звонок. Спасибо.